Мы должны идти на какие-то решения, серьезные решения, иногда непопулярные решения, которые, возможно, серьезная часть населения не поддержит. Но мы должны это решение принять, потому что это в интересах стратегического развития нашей страны. Мы это должны понимать. Вот эта обстановка вся, когда в голове говорят «горе от ума», знаете, да, произведение? Когда ты знаешь вот это все, тебе спится очень плохо, ты не знаешь, что делать. Я когда в 13-й школе комсорг с английским языком заканчивал и подал документы тогда, но передо мной за год вперед не поступили, сын Айтматова, Оскар не поступил, там, сын министра образования не поступил, все говорили, Владимир Владимирович, что, говорит, сына отправляют, это же пустой номер, то все. И папа мне говорит, сынок, я тебе, говорит, советую идти в кулинарный техникум. Я думал, он шутит, да? Но сейчас я понимаю, что он был прав. Если бы я вот этого всего не знал бы, я бы жил бы спокойно, кормил бы людей, готовил бы вкусно. Сейчас это мое хобби, я готовлю. Когда я хочу отдохнуть, я стою на кухне, жене говорю, ты отойди в сторону, я сам буду готовить. Я готовлю практически все, из теста катаю, и все делаю сам. Я бы готовил и не знал бы, что происходит. И жил бы, ну, будет взрыв, жил бы со всеми. Хорошо, плохо, поругал бы и жил бы нормально. Но когда ты знаешь, что происходит вокруг, и ты знаешь, что за один день можно всю эту ситуацию вообще под ноль смести и взорвать легко. И ты знаешь, что происходит у нас в руководстве, которые адекватно реагировать на процессы не могут на сегодняшний день. Ни профессионально, ни по-человечески, ни в техническом отношении. То мы, значит, вообще докатились до самого конца. Понимаете? То есть к нам относятся. У нас еще хорошо, у нас какие-то идеи проявляются, у нас вот есть плюсы в том, что вот все-таки какую-то свободу дали. Но теперь эта свобода переходит вообще непонятно в какую сторону. То есть свобода слова. Я соглашаюсь, вот наш президент когда-то выступил, сказал, так, в том, что свобода слова в моем понимании, она должна быть. Но любой, кто пишет, он должен подтвердить, доказать то, что он написал. Тогда хоть президент, хоть премьер-министр, что бы там ни было, никаких проблем нет, то есть человек должен принимать соответствующее решение. А если доказательства нету, то журналистам прощать такие вещи нельзя. Они должны получать наказание. Финансовое наказание или жесткое наказание, по-другому я не знаю. Это должно быть. Это в нормальном обществе происходит. Мы не должны закрываться, что вот это черное-белое, это не трогаем, это трогаем. Мы все открыты. Президент, премьер, любые органы государственной власти, они должны быть открыты. Люди должны иметь право выступить и сказать все, что они имеют, но аргументированно. Не огульно, не сплетни собирать, не клевету на кого-то клеить. А если он в результате вот этой сплетни, клеветы кого-то, вот вы знаете, затронул, то он должен отвечать. Вот это должно быть. А мы переплюнули, то есть у нас получилось так, что все вообще гипертрофировано абсолютно, все, что происходит. То в эту сторону плохо, и в эту сторону плохо. Но самое большое, что меня, вы знаете, коснулось в нашем обществе, я приезжаю и смотрю, прекрасно, вот я был маленький, мы с бабушкой я ездил там в деревню, к родственникам. Незнакомая бабушка, незнакомый дедушка, взрослый говорит, ой, Альнай, у Ембаса такое теплое отношение было всегда. Ой, чумой, куда сактасы? Так? Сейчас такого не услышишь. Раньше приходишь, что гельгля, чаечкля. Кто бы там ни был, ты крыс, там, русский, кого нет, ой, гельгля, чаечкля. Сейчас такого нету. Сейчас все стало, дай мне, дай я тебе. Даже брат брата обманывает и считает это, вы знаете, за достижение. То есть те принципы человеческого проживания в прошлом, которые считались для нас серьезными, ну знаете, каким-то таким направлением, куда мы должны двигаться, сейчас стали вообще огульным. То есть это, вы знаете, вот люди, которые совершенно... Сейчас нужно быть нахрапистым, сейчас нужно быть агрессивным, сейчас нужно горлопанить, сейчас нужно врать, сейчас нужно любым способом забрать деньги и любым способом что-то себе построить, кусок земли забрать, что-то купить и все. Больше хоть поток. Мама про меня плохо скажет, отец скажет. Посмотрите, мы употребляли в советское время спиртное. Сейчас меньше стали употреблять, но какие преступления у нас появились в обществе? Те, которых вообще никогда даже не писали. Что происходит с менталитетом людей? Мужчина, женщина, отношения между мужем и женой, отношения между бабушкой, дедушкой, там, между детьми, между братом и сестрой. Какие отношения? Мы все сидим в смартфонах, собираемся, так? Это круто. Мы не разговариваем между собой, уважение ушло в сторону, материальное идет вперед. И есть очень хорошие сейчас ролики выпускают, я не знаю, кто выпускает, хорошие там, наверное, правительство, со стороны правительства там, об отношении возвращения. Но этого, наверное, мало.
Это, наверное, мало. То есть люди стали грубыми, а мы же сегодня вежливыми, теплыми. Люди стали, просто жизнь нас, вы знаете, сделала совершенно грубыми. Мы скоро подходим к тому, как грубость межличностных отношений в странах, где совершенно... То есть я не буду дальше говорить, вот это все, это причина, почему мы решились объединиться. Мы даже не принимали решение до 28 июня. До 28 июня вообще мы, ребята, основной вот костяк, которые были вокруг меня и есть, мы думали, вообще идти не идти, слушай. И все говорят, зачем? У тебя же столько денег нету. У нас столько денег нет. У них административный ресурс есть. Это же как Дон Кихот. Зачем это нужно? Это утопия, это идеализм, такие вот вещи. Вообще, ты не понимаешь обстановку, ты иностранец. Ты понимаешь, что люди вообще, они только продают свои голоса и тому подобное. Но я про себя, с себя решал, думаю, все равно наступит день, когда мы должны измениться. Все равно он должен наступить. Сегодня, в 2017 году, завтра, послезавтра, через 10 лет он наступит. Но это будет уже поздно. Тогда пройдут процессы необратимые, которые нужно будет полностью решать совсем по-другому. Должны быть другие ресурсы, другие люди, более жесткий силовой подход. Поэтому 28-го еще мы не знали, июня, идем или не идем. И когда в обед 28-го решили, чтобы, потом были мнения, давай сейчас не будем подавать, еще неделю подождем, может быть 10 дней подождем. Потом я просто подумал по себе, есть человеческое, вот, вы знаете, в голове разные мысли. Я думаю, если я сейчас не решусь, то завтра будет, может быть, через неделю опять другая мысль появится, опять аргументы появятся, зачем это делать. Так? Встал, проехался и 29-го пошел сдал. Сказал, чтобы отхода назад не было. Все. Ждали. Вот. И вот мы это сделали. Вы знаете, сейчас мне напоминает ситуация такая, что говорит, приходит, как Махатма Ганди говорил, так? Приходит, говорит, сила или человек. Его сначала, говорит, вообще не замечают. Потом над ним смеются. Потом с ним начинают бороться. Потом они вынужденно проигрывают битву. Сейчас вот наша сила, наши сторонники на стадии третьей начали с нами бороться. То есть сначала не замечали, потом смеялись, бедолаги, там, третий, десятый. Сейчас начали запускать черный пиар. Вообще непонятно. То есть люди, понимающие, вот немножко грамотные, профессиональные, они должны понять, что вот там вообще не соответствует действительности то, что они пишут. Поэтому я говорю, ребят, не читайте. Не надо не читать, никаких проблем нет, оставьте это все. Я думаю, грамотные люди сами поймут, что это вообще непонятное общество, заказы, может кто-то отрабатывает, может у кого-то денег дома нету, ему надо что-то делать, и он начинает накручивать. Поэтому решение принято, мы двигаемся, идем вперед. Я считаю, что разные слова мы говорили, разные вещи, политические группы говорили, очищение необходимо. Вы знаете, какая-то чистая вода, которая должна смыть вот это все. Мы должны умыться. Вот энергетика, приходишь домой, целый день бегал, и вечером нужно душ принять, да, чтобы вот это все, что на тебя наслоилось, ушло. Вот эта энергетика, вот эта такая чистая родниковая вода наших кыргызских гор, она необходима для нашего всего общества сегодня. Мы должны принять холодный душ, мы должны умыть себя, встать и начинать действовать. Если мы будем лежать дома, я не агитирую никого голосовать там за меня, за кого-то, я просто говорю, это каждый пусть свое решение сам принимает. Но если мы будем лежать дома и скажем, да я не хочу, потому что я им не верю, мы даем им возможность использовать эту ситуацию в их интересах. Если мы готовы сегодня или не верим никому, мы должны пойти проголосовать, не верим никому, вот и все. Но голосовать мы должны, мы тем самым сужаем возможности власть имущих административного ресурса лавировать вот, с сознанием людей и с голосами в конце. Вот и все. Дальше говорить не буду. Пожалуйста, вопросы любые, я готов ответить.